Çıkabilirsin. Çıkabilirsin diyorum. Ne? Burayı sevdin mi yoksa? Hadi. Çık. Hadi. Hadi. Bununla dışarı çıkamazsın. Askeriyenin kuralları var. Hı? Hadi. Çıkar şimdi onu. İçeriye böyle girdim ama. Biliyorum. Askerler bir hata yapmış. Ama biz bu hatayı devam ettirmeyelim değil mi? Hadi. Çıkar şu başını. Başımı açmam ben. Hiçbir kuvvet de açtıramaz bana. Ne? Demek hiçbir kuvvet açtıramaz öyle mi? Ne yapıyorsunuz? Günah bu. Verin. Verin ne olursunuz. Ne olursunuz. Asker! Çıkın dışarı. Bakmayın bana. Çıkın. Çıkartın dışarıya. Çıkartın! Bırakın beni. Günah bu yaptığınız. Verin öldürün ne olursunuz. Bırakın beni. So many in silence, and so many in need, so many in hunger left to feed, dying daily, yet still alive. Will their help arrive? Хиджаб – подарок женщинам от Всевышнего Аллаха. Дорогие сестры, эта статья для вас, вернее для тех из вас, кто еще не наслаждается счастьем и комфортом, который дарит исламское покрывало для женщин хиджаб. Всевышний Аллах наш Создатель, и, конечно, Он лучше знает, что сделает Его рабов счастливыми. Все, что нас окружает, создано им по Его великому замыслу и мудрости. Каждое Его творение уникально и неповторимо по-своему. На планете Земля обитают рыбы и птицы, насекомые, самые разные животные, произрастают овощи и фрукты, другие растения. Некоторым своим творениям Всевышний даровал естественную защиту. Они тоже носят хиджаб. Вы удивлены? Тогда давайте рассмотрим самые привычные вещи и проанализируем.
Вы когда-нибудь задумывались, почему грецкие орехи вкуснее в скорлупе? Ученые доказали, что ядра грецкого ореха, сохраненные в скорлупе, не только вкуснее, но и полезнее. Скорлупа неочищенного ореха надежно защищает ядра от разрушительного воздействия света и кислорода. Поэтому, как только орехи остаются без скорлупы, начинается процесс разрушения витаминов, и орехи становятся все менее и менее полезными. Таким образом, скорлупа грецкого ореха – это его хиджаб. Другой пример элегантного хиджаба встречаем у гороха. Горох поистине великолепное растение. Он с гордостью демонстрирует свой стильный зеленый хиджаб, который защищает его от разных погодных условий и охраняет от насекомых. Аллах благословил горох особым хиджабом, без которого его семена рассыпались, высохли и погибли бы. Блестящий оранжевый хиджаб. Конечно же, это корочка апельсина. Тоже не любит этот чудесный сочный фрукт. Его элегантный оранжевый хиджаб защищает вкусные плоды апельсина. В противном случае он тоже теряет свой экзотический вкус. Таким же образом Всевышний защитил и укрыл банан, кокос и гранат. Каждый из этих фруктов носит элегантный и уникальный хиджаб, который защищает его от порчи и разрушения. Один из самых прочных хиджабов подарен морской жемчужине. Ее устричная раковина защищает жемчужину от морских животных и сохраняет ее внутреннее блестящее великолепие. И еще много подобных примеров можно было бы привести, но думается, суть ясна. Тем не менее, самое любимое для Аллаха создание – это человек. Особым образом Всевышний позаботился о женщине, даровав ей хиджаб. Надевая его, мусульманка знает, что это подарок от Аллаха. Он защищает ее от нескромных взглядов, травм и вреда. Женщина носит хиджаб, зная, что это покрывало дарит ей достоинство, красоту и уважение. Пряча женщину под хиджаб, Всевышний бережет свое драгоценное создание, защищая хрупкую и нежную натуру женщины. Ты собираешься идти в таком виде? Что же скажут люди? Твое лицо такое бледное, и глаза опухшие, как будто ты только встала с постели. Нет, нет, ты должна хотя бы косметику использовать. Всего чуть-чуть, никто не заметит. Ты что, на похороны идешь? Боже мой, что это ты надела? Она делает тебя похожей на черную сумку. Ты хочешь, чтобы твои друзья смеялись над тобой? Что ты хочешь, чтобы они сказали о тебе? Ты не нашла ничего надеть, кроме маминой абайи? Ты выбери крутую абайю, которая идет тебе. Кто сказал тебе, что надо закрывать полностью волосы? Отпусти чуть-чуть. Ребята не укусят тебя. Теперь ты выглядишь так круто и красиво. И твой хиджаб, как и прежде. Я уже иду. Хиджаб, говоришь. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. Священный Коран, сура 24, 31 аят. Так что и речи не может быть о каком-либо угнетении женщин в исламе. Наоборот, хиджаб дает ощущение свободы, комфорта и душевного спокойствия. Они, мусульманки, драгоценные жемчужины. Вот почему они носят хиджаб. Носят его с гордостью и счастьем. А как же иначе, ведь хиджаб – это подарок от Всевышнего Аллаха. Никто не рождается с платком на голове.
Но в каждой из женщин заложено желание укрыть себя от чужих взоров. Дорогие сестры, признайтесь, в глубине души вы порождаете задумчивым взглядом скромных девушек в хиджабах и платках, в неброских одеждах девушек, внешний вид которых не вызывает пошлых мыслей, а напоминает о Создателе. Мы все, наверное, видели, как девушка в короткой футболке и брюках закрывает спину при выходе из транспорта. Но почему она так делает? Ответ прост. Она осознает неестественность своего внешнего вида. В душе хочет покрыться и носить подарок Всевышнего Аллаха. Вы еще не носите хиджаб? Попробуйте начать прямо сегодня. Say, sir? It's your country, is it? Yeah. Your country. What, it's a Christian country. It's a Christian country. Yes, it is. This is a Christian country. You jealous that we're taking over? You're not taking over. No. Why are we jealous you're taking over? Why Yeah? are you taking over? How are you taking Yeah, over? mate, we've got it, mate. We've got it. You've Look got at us. it. Is that what We're you loving think? it here. You haven't got What? faith. Like you've got people scared. You don't have us scared. No, I'm no, not scared. no. You think you can take over town Take and it tell us over. that it's your country? You've taken over. Not for long. See this cross? This will prevail. This is a British town. I'll come here where I like. I'll walk where I like. But if you had a Muslim symbol, you wouldn't say anything. So I've got to be Muslim to come to Luton. You've come down here. What are you doing here? Why are you closing up? Why are you closing up? Car in a minute. I don't even know religion shit. The bad man. Hold on a minute. Why is this so offensive? Fuck you. We fucking hate you, motherfucker. That's why. Money not. Fuck all this shit, man. Whoa! Stay back. That's why. Dressed like that and What's look wrong like with this? you. What's wrong with this? Oh really? Slapper. You're being hidden because your men can't control their areas. So I've got you covering up so that you don't get raped. That's why this is a Christian country. This is a Christian country. This is a Christian country. It's against the law. She just said. You can't. Fuck you, mate. No, she's a racist bitch, yeah? Move out. Exactly. Go on out of here, mate. Move out of here. Cause you fucking all off for no reason. This isn't about race. I'm a Christian. Move, man. You're not Christian. You're shit. You idiots, What's the matter, mate? Free country? Yeah. Guys, keep going, please. Show me what you need to do. Stop it. Go do what you know you need to do. Yeah, go home and jack off on it. You ain't getting us out. We're here to stay, mate. We're here to stay. Don't talk to her like that, you fucking flag. This is our town. This is our town. Not your town. This is our town. This is Luton. This is Britain, England. Listen, don't video me, because I will slap you one. Hold on. Don't come over and threaten us, right? This isn't your town. This is our Christian. Our town. It's a Christian. The Muslims will take over, watch! Yeah, the Muslims will take over. Reject the false prophet, Muhammad.
and follow the true Saviour of the world, Jesus Christ our Lord. What? No, I'm not shutting up. No. No. It's the last time I hear you, just shut them off. No. Britain first! Fighting back! 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 Britain first! Я мусульманка. Меня зовут Марьям, или Мария, имя Матери Христа, Иисуса, мир Ему. Мы, мусульмане, любим Иисуса, алейхиссалям, Его мать Марьям настолько, что мы называем своих детей их именами. Ведь воистину священный Коран, и что было ниспослано пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхиссалям, заявляет, что Марьям была чистой и праведной женщиной. А пророк Мухаммад саллаллаху алейхиссалям завещал нам быть милосердными, справедливыми и хорошими. Он учил нас любить и уважать всех пророков. Я люблю Иисуса и Моисея и Авраама, мир им, и люблю Мухаммада и всех пророков и посланников Аллаха. И поистине мне очень грустно, когда оскорбляют и высмеивают любого из них. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا ريح الغلا واسقى بخور واحساس من بين الملا والقلب شيد له قصور من فرحته زاد الولا ريح الغلا واسقى بخور واحساس من بين الملا والقلب شيد له قصور من فرحته زاد الولا Внутренний и внешний хиджаб. Само слово «хиджаб» в последнее время часто мелькает на страницах различных мировых изданий в разных ракурсах, то в одной и то в другой стране. И с каждым днем все больше и больше женщин начинают носить хиджаб. Наряду с этим есть и тенденция к обнаженности, которая свидетельствует об отклонении от истинного пути, указанного Аллахом. Из всех живых существ на земле только человек носит одежду и прикрывает свое тело. Но с каждым годом мода все больше и больше снимает с человека одежду. Что такое хиджаб? Хиджаб – одежда. Это одежда женщины, скрывающая все ее тело, кроме лица и кисти и рук. Один из важных аспектов жизни мусульманки. Обычно упускается из виду тот факт, что хиджаб означает гораздо большее, чем просто одежда.
Существует не только внешний вид хиджаба, но и внутренний – нрав, поведение, манера и скромность. Мы знаем из Корана и хадисов пророка, мир ему и благословение, что ношение хиджаба для женщин Всевышний сделал одной из обязанностей. Всевышний Аллах в Коране говорит: «О пророк, скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют на показ своих красот, за исключением тех, которые видны, то есть лицо и кисти рук». Сура Ан-Нур, 31 аят. Мы видим в этом аяте повеление Господа, которое требует, чтобы женщины прикрывали свое тело от посторонних. Условия хиджаба. Одежда должна закрывать все тело, кроме лица и кисти рук. Не должна служить украшением, привлекающее внимание мужчин. Также стоит избегать самых ярких светящихся цветов. Не разрешается прозрачная ткань. Не дозволяется облегающая одежда. Не должна иметь запаха парфюмерии. Также запрещена походящая на мужскую одежду. Нужно отметить, что все эти требования, которые должны соблюдаться в одежде женщины перед посторонними людьми, а наедине с мужем женщина может позволить себе все, чтобы понравиться мужу и надеть самые экстравагантные наряды. Ни в одной другой идеологии права женщины не защищаются и не оберегаются, как в исламе. Внутренний хиджаб. Некоторые считают, что ислам ограничивает права мусульман. На самом же деле это мир, свобода и радость, которые испытывают те, кто соблюдает требования религии. Если хиджаб – это угнетение женщин, почему так много образованных молодых мусульманок в хиджабе? И почему во всем мире так много людей находят спасение в исламе? Ни в одной другой идеологии права женщины не защищаются и не оберегаются, как в исламе. Человек, ослепленный предрассудками, не может заметить этого, но женщина в хиджабе ангельски красива. Она полна уверенности в себе, является носительницей идеи чистоты и истинной красоты. Если девушка закрытая, значит она скромная. Ведь одним из лучших качеств является скромность. И получается в любом случае, что девушка, которая надевает закрытую форму одежды, претендует на то, чтобы она была лучшей среди открытых женщин. Вызывающая и открытая форма одежды может восприниматься некоторыми мужчинами как сигнал о том, что ее носительница является доступной, а хиджаб, наоборот, дает громкие и ясные сигналы о богобоязненности. Путь
которому следуют почти обнаженные женщины, удаляют у них чувство стыда и не сводят их до низкого уровня. Хиджаба напоминает людям о том, что Бог существует, и носительница хиджаба не забывает, что должна вести себя как мусульманка, и плюс защищает от невежливых взглядов. В большинстве случаев у открытых женщин бывает неприязненное чувство к закрывающимся девушкам, поскольку они чувствуют, что закрывающиеся претендуют на то, чтобы считаться лучшими. Одеяние богобоязненности является самым лучшим, поскольку упоминается в самом Коране. Верхнее одеяние не всегда служит преградой для греха. Девушка, которая надела хиджаб, не является той, которая выполнила все предписания религии и убережена от ошибок. Хотя многие не понимают этого и спешат искать ошибки девушек в хиджабе и критиковать их действия до того времени, как они начали одеваться согласно требованиям ислама. В дополнение к внешнему хиджабу необходимо и внутреннее, в которой присутствует чувство страха перед Аллахом, и это удерживает от совершения поступка. Проблемы, с которыми может столкнуться девушка, которая решила надеть хиджаб. Проблем может быть несколько. В основном это зависит от того, в какой семье девушка выросла. Готово ли ближайшее окружение принять ее такой, какой она стала? Чаще всего девушка сталкивается с такой проблемой. Круг ее общения может не одобрить ее выбор, и тогда, естественно, это станет для нее проблемой, или родители могут быть против ее решения. С одной стороны, она хочет быть со своими подругами и общаться на равных, с другой стороны, хочет соответствовать тем убеждениям, которые в ней укрепились. Не менее важно и то, что большинство времени она раньше ходила открытой. С решением надеть хиджаб ей приходится сразу от этого отказываться. Здесь борьба, прежде всего, против самой себя. А целеполагающим является ее мотив. Почему она решила? Если это внутреннее желание, ей легче будет преодолеть проблемы. А если это требование со стороны отца, брата или мужа, здесь будет сложнее. Другая проблема, с которой она столкнется, это будет вопрос о замене самой себя. Возникает вопрос, как девушка к себе относится? Ответ обычно подразделяется на две категории. Первое – нравится, второе – не нравится. Среди мужчин существует такое заблуждение, что девушка украшается для других мужчин. На самом деле это миф. Девушка наряжается для другой девушки. И это ясный факт, поскольку ей важно, как ее воспринимают представители ее же пола. В этом она более объективно может себя оценить, и когда она сталкивается с такой проблемой, проявляются сомнения. Как теперь обо мне будут думать? И некоторые этого не выдерживают. Есть масса случаев, когда девушке кто-то объясняет, доносит до нее, что хиджаб – это обязанность, возложенная Всевышним, и она под таким впечатлением начинает носить. Но может не произойти переход от внешних слов в ее внутренний мир. Она, естественно, какое-то время походит в хиджабе, но потом перестает. Проблема здесь в несоответствии ожидания с действительностью. В западных странах мусульманки-врачи в медицинских учреждениях одевают хиджаб. Мусульманки работают в полиции и желают соответствовать нормам шариата. Пожалуйста, разработана специальная полицейская форма для мусульманок, и никто от них ничего не требует. Хиджаб – это выбор каждой девушки, который она должна сделать сама. Моя история хиджаба. Я всегда знала, что сделаю этот шаг. Сначала мне не хватало решимости. Я знала, что все может измениться. И все же сочла правильным это сделать.
1 января 2004 года началось мое путешествие. Наконец я решила надеть хиджаб. Каждая девочка, решившая надеть хиджаб, встречает на своем пути своего рода препятствия. У некоторых это семья, которая не желает, чтобы они носили платок. У других возникают проблемы с самооценкой. У третьих сомнения. Я встретилась лицом к лицу с задачей, с которой сталкиваются многие другие. Трудностью для меня, как и для любых мусульман, была учеба в старшей школе, где я была первой мусульманкой, которую когда-либо встречали люди. На самом деле это довольно непростая задача. Так же, как и отсутствие в школе друзей у тинейджеров. Это то, что каждый подросток старается избежать. Я старалась быть похожей на них. Какими бы ни были последние тренды моды, я следовала им. Кроме этого, я стала чувствовать необходимость выглядеть по последним стандартам красоты. Смотреть в зеркало для меня было неким упражнением для определения, все ли со мной нормально и нужно ли мне что-то поменять. Моя самооценка стала зависеть от макияжа. Более того, я никак не могла скрыть, что была не такой, как остальные дети в школе. Я смущалась и часто спрашивала себя, почему я должна быть другой. Моя школьная жизнь прошла в борьбе с моей личностью, в попытках ответить на вопрос, кем на самом деле я являюсь. Правда в том, что я чувствовала себя невыносимо одиноко. Оглянувшись назад, могу сказать одно. Причина была в том, что я стеснялась того, кем была, так как еще полностью не понимала хиджаб. Я думала, что хиджаб – это скромность, что хиджаб нужен для защиты женщин от взглядов мужчин. К сожалению, это было очень мелкое и двухмерное понимание хиджаба. После того, как я пошла в университет и серьезно начала изучать свою религию, что-то произошло. Я влюбилась. Я влюбилась в хиджаб, потому что поняла, что это не просто кусок фабричной ткани, обернутый вокруг моего тела, скрывающий красоту и сохраняющий скромность. Это физическое проявление моей покорности и связи с Богом. Внешнее представление моей внутренней духовности. Когда я изучила логическое обоснование к требованию носить хиджаб, имеющееся в Коране, я была потрясена. Не только из-за того, что это разрушило мое неглубокое понимание хиджаба, а потому что доказало мне, что Бог признает мою красоту. Поэтому мне следовало направить большинство возможностей и благословения, которыми я была одарена, в нужное русло. Это знание натолкнуло меня к самосовершенствованию и к тому, чтобы мои действия и характер соответствовали учению ислама. Но мы должны понимать, что, надевая хиджаб, я не декларирую, что я – это ислам. Скорее, я – мусульманка. Это означает, что я так, кто старается следовать религии, кто принимает это за правду, видит в этом красоту и надеется этим украсить себя. В конце концов, никто не идеален. Как люди, мы склонны к совершению ошибок. Хиджаб не делает нас более совершенными или праведными людьми. Скорее, это постоянное напоминание о том, чтобы продолжать борьбу и совершенствование в личном и духовном развитии. Помните, даже если весь мир вокруг становится темным, нужно быть подобными сиянию звезды, освещающей путь другим. Как прекрасна девушка в хиджабе! Слово «хиджаб» в переводе с арабского означает «завеса», «укрытие». Все же понимают под этим словом одежду мусульманок. Это слово в последнее время часто мелькает на страницах различных изданий, как в общественно-политических, так и в модных. Хиджаб – это одежда и стиль жизни. Сегодня на наших улицах можно увидеть очень много девушек, одетых в эту красивую одежду. И это прекрасно. Так требует одеваться шариат. Радуя глаз своих одеянием, они как-то выделяются своей ни в чем не сравнимой красотой на фоне остальных. К счастью, их становится все больше и больше. Своим внешним видом они возрождают и напоминают нам о понятии чести, достоинства, целомудрия, совести, красоты и скромности.
которые, к сожалению, многие утратили в погоне за модой и западными ценностями. Что мешает надеть хиджаб? Современные реалии пестрят разными социальными слоями, и среди них можно встретить очень много девушек, которые хотят одеть хиджаб и примкнуть к тем, кто следует заповедям религии, но их удерживают разные причины. Перечислим некоторые из них. Многим просто сложно в один день взять и поменять имидж и стиль, к которому привыкла сама девушка и ее окружение. Находясь под влиянием чужого мнения, они боятся того, что скажут родственники и как отреагируют коллеги и друзья. Некоторым девушкам родители запрещают одевать хиджаб в силу своего коммунистического воспитания или по каким-то другим соображениям. Часть из них боятся, что если начнут носить хиджаб, то кто-то будет на них смотреть. Кто увидит эту красоту? А ведь им нужно выйти замуж. Они забывают, что Всевышним Аллахом предрешено, чьими женами им суждено быть. Другие находят интересные предлоги, как, например, если я одену хиджаб, мне же нужно и начать молиться, я не готова еще, и так далее. Это, скорее всего, не причины, а женские отговорки. Среди нас таких очень много, которые с восхищением и великим уважением смотрят на девушек в хиджабе. И немало, конечно, кому не нравится такой стиль одежды и, более того, выступают против того, чтобы девушки поднимались выше по ступени к духовной чистоте и гармонии. That one day I'll be there with you, and now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Первое, что можно услышать от многих, то против хиджаба – это оправдание для себя, ссылаясь на женщин, одевающих хиджаб, поведение которых оставляет желать лучшего. Ответ прост. На такое высказывание, какая бы ни была девушка самая хорошая или самая плохая, она обязана носить хиджаб. Remember the hard times we went through, and those days we used to argue, but there was not one thing. Ее поведение – это отдельный объект, подверженный изменениям, как в хорошую, так и в плохую сторону, и требующий особого анализа и исправления, так и в плохую сторону, и требующий особого анализа и исправления, если на то есть необходимость. А одежда хиджаб – отдельный объект, имеющий обязательный статус в исламе. Судный день такой девушки, которая одевалась согласно нормам ислама, не придется отвечать, как другим, не скрывавшим свое тело от чужих взоров. Но если она своим поведением давала повод людям говорить плохо о религии, то ей, конечно, придется нести ответственность за свои поступки. Несоответствующие нормам поведения некоторых девушек не дает права другим не одевать хиджаб, и это не оправдание.
Paradise is where we are now. Paradise, a dream come true. Paradise, oh what a feeling. Paradise, thank you Allah. Now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around, seeing things we could never imagine, hearing the sound of rivers flow, and we know we'll be here forever. The feeling is indescribable, knowing that this is our reward. Хиджаб и история. А если взглянуть в историю, обратиться к памяти человечества, мы четко увидим, что нравственные нормы поведения, высокие моральные ценности, понятия чести и достоинства всегда были превыше всего. За эти ценности люди умирали. В Европе и в Азии в старину девушки всегда ходили с закрытым телом. Это и есть хиджаб. На Руси, если женщина снимала с себя головной убор и оставалась непокрытой головой, говорили «опростоволосилась». Снять с себя публично головной убор считалось неприличным. Посмотреть только на национальный наряд, что носили наши бабушки и прабабушки. Это и есть хиджаб в прямом смысле этого слова. Форма – это только половина дела. Необходимы также глубокие культурные изменения, чтобы мусульманские девушки могли спокойно планировать свое будущее за порогом дома. Хиджаб и современность. Он определяет меня. Это и есть я. Я родом из маленького городка, где не так много разных культур, как здесь. Я еще не пришла к какому-то выводу, но думаю, что хорошо иметь право выбора. О, мне нравится. Я думала, что будет похоже на бороду, но это не так. Сегодня день, когда женщины выражают поддержку друг другу. Вы очень красиво выглядите. Люди, глядя на меня, чаще фокусируются на лице, и это приятно. Ваши ощущения? Мне удобно, тепло, и это красиво. Мой хиджаб напоминает мне о вере и моем пути, придает сил и каждый день говорит о направлении, в котором я должна двигаться. Я ношу хиджаб, потому что стремлюсь к джанне. عايش بديرة غراب حتى الشوارع في عيونه غريب. Мои опасения насчет неудобства хиджаба не подтвердились. Я впервые действительно захотела примерить его. И знаете, это чудесно. Да, я не чувствую никакой разницы. Надев хиджаб, понимаю, что в центр внимания попадает лицо, что больше нечего скрывать за ним. Закрыв волосы и другие части тела, я чувствую освобождение. Честно говоря, мне очень нравится. Мне нравится, что люди не видят моих волос и лица. Можно говорить, и меня не будут судить по внешности. Некоторые знакомые меня не узнали. Я выглядела совсем по-другому, но было слегка неловко. Думаю, приятнее при встрече с кем-либо знать, что их интерес вызван не стремлением судить о тебе. Сейчас я немного лучше понимаю значение такого выбора. Он воплощает суть мусульманок, их веру. Для этого требуется любовь, красота и добрые дела. Я ощущаю здесь сильную энергию, и это замечательно. Современный мир к этому идет, и примеров этому очень много. Уже на Олимпиаде спортсменки-мусульманки выступают в хиджабах, и это не мешает им побеждать и подниматься на пьедестал.
الباب يضمها ويدسها وسط جيبنا. Biz aşka inandık, bir ömür boyu dedik. Gülsün yüzümüz ve asla sonu gelmesin istedik. Nasip etsin hak herkese mutlak, el ele hep huzura koşmak. Saadetimize nazar uğramasın, hep birlikte maşallah diyelim diyelim, esirgesin Allah. Hep birlikte maşallah diyelim diyelim, esirgesin Allah. Biz iyi kötü her günde ant içtik sevgiye. Emelimiz layık olmak, ebedi sevgiliye. Nasip etsin hak herkese mutlak, el ele hep huzura koşmak. Saadetimize nazar uğramasın, hep birlikte maşallah diyelim diyelim, esirgesin Allah. Сегодня молодежь из организации Мариам организовали такое мероприятие, как Всемирный день хиджаба. Вы как глава Мариам, что вы почувствовали сегодня? Почувствовала гордость за нашу молодежь, потому что они организовали это сами, без нашей помощи. Почувствовала тоже их волнение, их переживания, но я хочу сказать, что они с этим справились, молодцы. Они донесли то, что вы хотели. Что именно? Это хиджаб, это скромность, что хиджаб это повеление Господа, что хиджаб это гордость нашей религии. Защита это, наверное, самое подходящее слово, потому что это наш долг перед Господом. Мы должны одевать хиджаб, и как бы нам не сложно. У нас нет никаких проблем с этим, и в Украине как бы позитивно к этому относятся. Когда ты одела хиджаб, ты чувствуешь защиту. Почему именно защита? От окружающих. От взглядов других людей. Наверное, потому что вот лично на своем опыте я могу сказать, что когда я одела хиджаб, мне стало безразлично мнение окружающих обо мне, потому что я знаю, что я совершаю то, что мне предписано моей религией, и это делает меня защищенной. Платок настолько тебя закрывает и настолько на тебе прилегает, что даже мысли, можно сказать, даже мысли защищенные. Обычно незнающие люди называют хиджаб паранджой, хотя на самом деле паранджа выглядит так, как одеваются в Саудовской Аравии. Хиджаб – это как бы способ показать свою красоту, не унижая свое достоинство. Целью было, чтобы люди, не мусульмане, встали на наше место, одели хиджаб, вот, и узнали об исламе. Понятное дело, это как призыв, с одной стороны, мы напоминаем людям, не мусульманам, что такое вообще ислам, и что мы не террористы, например. Наш платок это не что-то плохое, это наоборот защита для нас, и как бы мы этим гордимся и не стесняемся. Говорим это открыто и как бы желаем им прийти к тому, к чему пришли мы. Если ты уже готова принять ислам, ты должна принимать его на все 100%. Очень понравилось видео и реакция наших граждан. Тут я суттєво виповнила свої знання про хиджаб. Мне показалось, что этот наряд мне подходит. Желаю им веру в себя. Это самое главное. Если они поверят в себя, что они могут, они смогут. I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you, oh Allah. You did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal.
Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. Oh Allah, I'm forever grateful to you. Whatever I say can never be enough. You gave me strength to overcome my uncertainties and stand firm against all the odds. You are the one who did revive my soul. You shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. Если задать в онлайне-поисковике задачу на определение того, какая из мировых религий вызывает у пользователей наибольший интерес, то окажется, что это ислам. А второй по популярности запрос – «Женщины в исламе». Интернет-пользователи интересуются исламом и тем, как ощущают себя женщины в этой религии. Сегодня мы готовы не только привести 4 замечательные истории о том, как женщины из разных стран мира – России, Австралии, Великобритании, Кении – приняли ислам, но также попробуем разобраться в современном феномене интереса прекрасной половины человечества к исламу. Ассаляму алейкум. Меня зовут Юлия, а мое исламское имя Айсель. Я из России, и по милости Всевышнего Аллаха полгода назад я приняла ислам. Я этому очень рада. Должна признаться, моя жизнь после этого изменилась к лучшему. Я обрела веру во Всевышнего, и это придает мне сил. А также я рада, что на данный момент все, о чем я просила Всевышнего, Он даровал мне. Альхамдулилля. Инша Аллах, я надеюсь, все люди однажды обретут это чувство. В исламе женщины защищены словно драгоценные бриллианты, причем эта защищенность проявляется во всем. В семейных отношениях, в случае развода и других моментах. Мужчинам приходится намного сложнее, на них по исламу возложено множество обязательств. Женщине в этом плане легче. Прежде всего, она должна быть правой рукой своего мужа, слушаться его и поддерживать, быть хорошей женой и матерью. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, очень хорошо относился к своим женам. Однажды, когда его жена Айша хотела забраться на верблюда, он подставил свои руки, и она по его рукам, словно по ступеням, поднялась на верблюда. То есть он не стыдился этого, и в его отношении к женам для всех нас содержится прекрасный пример. Можно прочесть о том, как он помогал им по дому, как уважал и дорожил ими. Современным мужчинам стоит поучиться этому у пророка, саллиллаху алейхи вассалям.
Ассаляму алейкум, меня зовут Алана, мне 23 года, и я из города Глазго, Великобритания. Моя жизнь до ислама похожа на жизнь любого другого представителя Запада. Я получила высшее образование и устроилась на работу. А приняла ислам я 3,5 года назад. Произошло это после моей поездки в Испанию, где я познакомилась с мусульманами. Наблюдая за ними, я видела, как они посещают мечеть. У меня в стране тоже много мусульман, но только в Испании я столкнулась с ними лицом к лицу. Вернувшись домой, около года я провела в исследованиях, прочла множество книг и смотрела различные ролики в интернете. Поначалу я не собиралась менять религию, мне просто был интересен ислам. Я хотела больше узнать об этой религии, потому что слышала о ней только со слов СМИ. Прошел год моего изучения ислама, и в итоге я произнесла слова шахады в мечети. Никто, кроме самых близких друзей, об этом не знал, и я сильно переживала в тот день. С наступлением месяца Рамадан я рассказала своим родителям, что стала мусульманкой, что хочу носить хиджаб и совершать намаз. Мои родители обрадовались и сказали, что это мой выбор, и я могу делать, что пожелаю. После принятия ислама мое восприятие положения мусульманок изменилось. Прежде я верила всему, что говорилось в СМИ, полагая, что ислам унижает женщину, и очень переживала по этому поводу. Став мусульманкой, мои взгляды изменились. Я поняла, почему женщина должна носить хиджаб. Дело в том, что правила и определенные обязательства ислам возлагает не только на женщин, но и на мужчин. Все это сделано лишь во благо людям. Не стоит верить всему, что говорится в СМИ. Надо следовать тому, что говорит Коран. Я твердо в этом убеждена, и мне многое стало понятно после того, как я обрела ислам. Меня зовут Айша, я родилась в Кении, Африке, но росла я в Италии, а затем переехала в Австралию. До ислама я работала стюардессой и вела очень насыщенную жизнь. Я с ума сходила по Голливуду, и все, что там происходило, интересовало меня. Я приняла ислам в самый мрачный период своей жизни. Я запуталась в себе, не знала, зачем живу, находилась в страшной депрессии. Я употребляла алкоголь и принимала наркотики. Я потеряла себя и испытывала сильные страдания. Но затем Всевышний Аллах подарил мне надежду. Однажды я посмотрела телепередачу о том, как Малькольм Икс принял ислам. Для меня стало шоком узнать о том, что так много людей по всему миру становятся мусульманами. Альхамдулилля, это стало поворотным пунктом для меня. Я поняла, что если срочно не изменю что-то в себе, то просто сойду с ума. Особый эффект на меня произвел Коран. Я поняла, что это речь Всевышнего Аллаха, обращенная ко всему человечеству. А узнав о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, о его личности, о том, что он последний пророк, я больше не колебалась и приняла ислам. После этого моя жизнь изменилась. Узнав, что есть Всевышний Аллах, узнав о жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижниках, мои приоритеты поменялись. Я начала изучать то, с помощью чего могу обрести довольство моего пророка и моего Господа. И самым лучшим примером для меня стала жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то, как он действовал и к чему призывал всю умму. Я решила для себя, что с этого момента во всем постараюсь придерживаться его примера, говорить, думать и поступать как настоящая мусульманка. Такой подход кардинально изменил меня и мою жизнь. Вот почему я повсюду беру с собой этот глобус. Я напоминаю самой себе, что этот мир мал, но мы пришли в этот мир с определенной целью.
А также я напоминаю себе, что в мире есть люди, которые так же, как и я когда-то, ничего не знают об исламе. Я верю, что хотя бы нескольким из них я смогу донести свет ислама, и очень надеюсь на милость Аллаха и Его довольство, инша Аллах. Особое состояние души наступает, когда я встаю на коврик для намаза. До ислама я не испытывала ничего подобного. Я горжусь тем, что я австралийская мусульманка, но мой путь к исламу занял много времени. Я читала книги, изучала ислам по интернету, смотрела ролики и лекции. Ислам предоставляет ответы на все вопросы и направляет человека по правильному пути, с тем, чтобы построить поистине счастливую жизнь. Ислам помогает человеку обрести душевную гармонию, то, чего мне никак не удалось обрести в моей прежней вере. Мои родные видели, что я изучаю ислам, так что когда я объявила им о том, что стала мусульманкой, это не было для них большим шоком. Мои близкие увидели, что я изменилась в лучшую сторону и поддержали мое решение. Сегодня, когда я слышу что-то негативное об исламе, я сразу беру в руки Коран, ведь он мой путеводитель по жизни. Но в Коране не говорится о том, что можно мучить людей, воевать, начинать конфликты. Большинство мусульман в моей стране, да и во всем мире, миролюбивы, добродушны, заботящиеся о семье, строящие счастливую жизнь. К сожалению, об этом очень редко упоминается в СМИ. Героини нашей сегодняшней передачи искренне рассказали о своем приходе в ислам, о том, как они изменились, о том, как изменилась их жизнь после этого судьбоносного решения. Надеемся, что эта тенденция продолжится и в будущем, ведь на протяжении 14 с лишним столетий ислам призывает лишь только к добру, поклонению Всевышнему, миру и гармонии, укреплению родственных отношений, поощряет приобретение знаний и духовное развитие. Распространение знаний, высоких технологий, доступа большого количества людей к информации об исламе стали причиной тому, что огромное количество людей по всей планете принимает ислам. Мир восхищенно вчитывается в слова священной книги мусульман и приходит к выводу, что ислам – это благо всего человечества. Ислам становится основой жизни каждого мусульманина и мусульманки. Все его принципы наполнены заботой о человеке, сообщениями милосердия, дружбы, знания. Вот почему во всем мире все больше людей открывает для себя универсальный и гармоничный характер ислама и становятся его последователями. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в этот мир с посланием от Всевышнего Аллаха, желая, чтобы люди стали лучше, светлее и добрее. Сегодня ислам все больше привлекает людей по всей планете, черных или белых, богатых или бедных, американцев, европейцев, азиатов и африканцев. Ислам дает человеку понимание смысла жизни, приносит умиротворение, отвечает на все вопросы. Вот почему ислам – наиболее быстро растущая религия на планете. Изучайте ислам, и вы убедитесь, что ислам – мирная религия, которая предлагает всеобъемлющий образ жизни, полный гармонии и смысла. Надеемся, что искренние истории наших героев помогут зрителям осознать истину и увидеть всю красоту ислама. Hadi çık. Çıkamam ben böyle. Biz böyle şey yapamayız. Oradan mı geçeceğim? Yapamam ben, ne olursunuz. Emir böyle. Onlar yanlış, sen
Allah'ım bu insanlarla arama perde çek ya Rabbi. Görmeyelim birbirimizi. Allah'ım. Beni de, bana bu kötülüğü yapanları da affet ya Rabbi. Utanacak gün değil. Gözlerim al yerden. Bu günlerde geçecek, bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. Bu günlerde geçecek, bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. Elif. Kim bu? İnanmıyorum, o kız. O kız mı? Ama başı açık. Herhalde başı açık olacak. Buraya böyle giremezdi ya. Babam çok güzel bir ders vermiş köylü güzeline. Elif gibi dimdik dur. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Bu günler Kaldırın başınızı. geçecek, bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. Bu günler de geçecek, bu zulüm de bitecek. Siz ne yapıyorsunuz? Ha? Gelecek, gözlerini al. Ne emredildi size? İnsanların onurlarını korumaları emredildi. Bu senin işin değil mi? Ört kızın başını. Özür diliyorum sana yapılanlar için. Hadi hemen git buradan. So many in silence, and so many in need, so many in hunger left to feed, dying daily, yet still alive. Will their help arrive? We who have everything can make it end. God will remember us if we just remember.